Нам люди перебрали деньги, брали предоплату, но эти услуги не оказывали. Далеко не один человек в Нижнекамске хотел бы увидеть истинное лицо того человека, с кем разговаривал по телефону о предоставлении интимных услуг. Из трубки доносился приятный женский голос. Перед глазами фотография якобы его обладательницы, размещенной на сайте «Интим-услуг». В перспективе приятное время в женской компании. Но реальность была совсем иной. Клиенты об этом не знали. Они находили номер телефона на сайте, где размещены фотографии доступных на определенное время за определенную сумму девушек. Созванивались, договаривались о цене и перечисляли на карту предоплату, как того просила их будущая временная спутница. Наверняка многие до сих пор и не знают, что девушек в той компании, куда они звонили, вообще не было. Вы, получается, им диктовали, куда переводить деньги, какую сумму, за что? Час, полторы часа. После перечисления денег девушка из всегда готовой навстречу превращалась в недоступную в прямом смысле слова. Телефон был выключен, анкета с сайта пропадала. Так продолжалось с конца августа до начала октября. Точку в этом поставил 18-летний молодой человек. О том, что ему сильно захотелось женского общества и как, не получив желаемого, остался без денег, он потом рассказал в полиции. Расследуя это дело, полицейские вышли на 3 молодых людей. Им от 18 до 26 лет. 2 жители Астраханской области, 1 из Сызрани. Они приехали в Казань и из столицы Татарстана обманывали жителей Нижнекамска. Мы взяли на человека банковскую карту, заплатили ему 1000 рублей, приехали в Казань, создавали анкету на Нижнекамском сайте. Интим-услуг? Интим-услуг. Добавили анкету под видом девушек. На отсутствие спроса, видимо, не жаловались. Деньги получили больше, чем за 66 часов общения девушек с клиентами. Это больше 8 рабочих дней, если трудиться от звонка до звонка. Какую сумму заработали за период с конца августа, когда начали заниматься, и по настоящее время? Примерно 100 тысяч. Сейчас полицейские устанавливают остальных потерпевших от действий этих молодых людей. По понятным причинам афишировать свое фиаско и все обстоятельства этой истории они не желают. На это, впрочем, вероятно, и надеялись подозреваемые, начиная этот незаконный бизнес. Айгуль Бадрудинова, вызов 112.